Всем привет! С вами ведущий первого выпуска школьных новостей Дмитриева Надежда. И Оконечников Артем. Давайте начнем. Начало учебного года минул месяц. Давайте посмотрим, как прошел день знаний. Полную лекцию видеоролика вы сможете увидеть на сайте школы. Его адрес сейчас перед вами. Золотая осень началась с недели географии, биологии и химии. В рамках этой недели 22 сентября была проведена научная и естественная квест-игра для 9 по 11 класс. На месте побывал наш корреспондент Аня Федорова. Всем привет, меня зовут Аня. Сегодня пройдет естественно-научная квест-игра для 9 и 11 классов. Сейчас мы посмотрим, как она пройдет. Две команды. Пожалуйста, давайте поделимся, и я вам дальше объясню правила игры. Ваша задача сейчас выбрать командира команды. Открытым! Сейчас мы с вами находимся на конечной станции. Квест подходит к концу. Какой вы класс? 11-й. А какая буква? Как вам понравился квест? Да. А что вы делали в квесте? Как я поняла, мы бегали по всей школе, искали станции, и там мы решали задачи, там всякое такое. А какая вам станция понравилась? Станция географии. Там самые легкие вопросы были? Да, были такие, да, мы почти все угадали. Все, спасибо. На следующий день, 23 сентября, была проведена картографическая олимпиада «Страны и столицы мира». Участие в ней приняли учащиеся 8 по 11 класс. Репортаж Любы Никифоровой и Тамары Благининой. Всем привет! И сегодня, 23 сентября, у нас в школе проходит картографическая олимпиада. Привет! Представься, как тебя зовут? Меня зовут Аяна. Ты из какого класса? 8 Сложно ли была олимпиада? Ну, по крайней мере, мне да. Тебе она понравилась? Ну, интересно. Спасибо. Как вы создавали вопросы на эту олимпиаду? Так, это первая олимпиада, картографическая олимпиада, которая проводится в нашей школе. И вопросы были составлены на тему стран и столицы мира. А кто именно придумал создать эту олимпиаду? Так, придумала эту олимпиаду Бугунова Лариса Константиновна, которая в данное время больна. Мы очень много было участников, вопросов было 20, вопросы были интересны, надеюсь, дети понравились. Хорошо, спасибо большое. Неделя биологии, географии и химии завершилась в субботу 24 сентября. В этот день состоялся конкурс команды, в котором участвовали 5 классы. С каждого класса были представлены по 2 модели. Суть конкурса в том, чтобы показать, какие интересные наряды можно изготовить из подручных материалов, а также напомнить о том,
как важно заботиться об окружающей среде. Модели 5-го Д-класса. Вашему вниманию представлена модель 5-го В-класса Эверстова Айталина. Модель называется «Осенний выпуск». Данный костюм полностью изготовлен из газет. Подойдя поближе к костюму, можно прочитать все новости города Якутска за 2013 год. Итак, последний вопрос. Какое животное в минуту опасности свертывается клубком? Ёжик. Правильно. Спасибо большое. Идите на свои места. Диплом первой степени награждается ученица 5-го Б-класса Рожина Айсен. В воскресенье 25 сентября, несмотря на выходной в школе, было очень многолюдно. С 12 часов дня проводился традиционный ломоносовский турнир. Это интеллектуальное Состязание, в котором есть биология, химия, математика, физика. да. И наши корреспонденты уже здесь. Даша. Тамара и Настя. Добрый день! Сегодня проходит 39-й Ломоносовский турнир. В нем могут принять участие ученики с 5 по 11 классы. Главное условие – это желание. Эту часть заберете с собой, и там написано, номер вашей регистрационной карточки. Указывается, вы по этому номеру что делаете? Проверяете результаты своей работы. Привет, представься, пожалуйста. Меня зовут Таня. Из какого ты класса? Я из 7 В. Участвовала ли ты в прошлом году? Да, я участвовала в прошлом году. Что тебе понравилось больше всего? Мне понравился предмет биология и последний вопрос про клетки. Он был очень интересным. Спасибо большое, пока. Привет, представься, пожалуйста. Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте, Кирилл. Из какого вы класса? 9-го. 8-го. Вы в прошлом году участвовали в Ломоносовском турнире? Нет, не участвовал. Нет. Какое больше всего вам задание понравилось? По биологии, вот, челюсти животных. То же самое. Спасибо большое. Привет, представься, пожалуйста. Виктор Финогенов. Участвовал ли ты в прошлом году? Да, участвовал. На каких предметах ты был? На биологии и математике. А на каких ты хочешь участвовать и почему? На истории, то что мне очень интересен этот предмет, на математике, то что обязательно физмат, потому что и все. Спасибо. В первый день октября проводился конкурс «Мисс Осень». Это ежегодный конкурс, в котором участвуют ученицы 7 классов. С места событий Люба, Настя и Тамара. Добрый вечер! И сегодня, прямо сейчас, мы находимся на великолепном мероприятии «Мисс Осень 2016». И у нас 7 великолепных участниц. Теперь самое время представить наших очаровательных конкурсантов. Попова Аэлита. Кулагина Екатерина. Асекритова Дарья. Сырова Екатерина. Егорова Аграфена.
обратите внимание, как сегодня постарались наши девушки. Все костюмы выдержаны в стиле осень. Следующий конкурс называется «Интеллектуальный». Задача девушек вытянуть из ситуации, поразмыслить пару секунд и дать ответ. Представьте, что вы видите падающую звезду. У вас есть только одно желание. Что вы загадали? Я бы загадала, чтобы на всей нашей планете не было никаких болезней. И чтобы все жили долго и счастливо. Как тебя зовут? Привет, Даша. Как тебе понравился конкурс? Да, понравилось. Что тебе далось труднее всего? Наверное, интеллектуальный. В чем была его суть? Ну, ответить на вопрос, который, типа, что ты хочешь сделать там в будущем или поменять в своей жизни или что-то типа такого. Все. Дай совет будущему поколению, как они должны готовиться к Мисс Осень. Не стесняйтесь, улыбайтесь и будьте уверены в себе. Спасибо. Привет. Привет. Тебе понравился конкурс? Да. Что было сложнее всего? Сложнее всего было запомнить все, как должно быть. Что ты дашь будущим Мисс Осень? Ну, надо не волноваться просто и все. Привет, представься. Меня зовут Неустроева Настя, я представляю 7 класс. Расскажи о своих впечатлениях. Ой, мне очень понравился конкурс вообще. Сложно было, сложно. Что тебе давалось труднее всего? Ходить на каблуках. А из заданий? Из заданий, ну, наверное, больше всего авангард. Это сложнее всего, мне кажется. Какой ты дашь совет будущим Мисс Осень? Короче, надо все делать хорошо. Спасибо. Добрый день, с вами рубрика «Вопрос-ответ». Самое посещаемое место в нашей школе – это столовая. Учеба, а кушать хочется всегда. Я хочу узнать, какое самое любимое блюдо у наших учащихся? Котлеты с макаронами. А ваше любимое блюдо в нашей столовой? Котлеты с гречкой. Манная каша. А ваше любимое блюдо? Все каши. Из нашей школьной столовой мое любимое блюдо – это макароны с сосиской. Никакое. Манная каша. Плов. Мое тоже плов. Как мы убедились, в нашей школьной столовой много вкусной, разнообразной еды. Приходите и убедитесь в правде наших слов. Здравствуйте, меня зовут Макарова Милена, и сегодня у нас особый день. Сегодня мы будем поздравлять наших любимых учителей. Я лично поздравляю наших любимых учителей, ибо они, правда, самые лучшие, самые добрые, вообще самые классные, поэтому мы вас любим. Вы знаете, какой сегодня день? Пожалуйста, давайте несколько пожеланий нашим любимым учителям. С Днем Учителя! Желаем вам счастья. Удачи! Мы вас очень сильно любим. Любимые учителя, мы вас очень любим и ценим. Вы самые лучшие.
Спасибо. Желаю учителям хорошего отдыха и чтобы они хорошо учили детей. Спасибо. Ты знаешь, какой сегодня день? Пожалуйста, несколько пожеланий нашим любимым учителям. Ну что я могу сказать? Дорогие учителя, я вас от всей души поздравляю с этим удивительным днем. Желаю вам счастья, удачи, здоровья, денег больше. Вы знаете, какой сегодня день? День учителя. Скажите, пожалуйста, пару пожеланий нашим любимым учителям. Желаем счастья, здоровья, чтобы все ученики были послушными, чтобы все слушались учителей. Все. Спасибо. То же самое как бы. Спасибо. То же самое, но чтобы более послушными были. Чтобы наши учителя были всегда, молодые оставались, всегда красивыми оставались и любимыми. Спасибо нашим учителям. Спасибо. Поздравляю их с Днем Учителей. Пусть они будут жить долго и счастливо. Какой сегодня день? День учителя. Пожалуйста, несколько пожеланий нашим любимым учителям. Я желаю всем учителям, чтобы у них были самые лучшие ученики. Спасибо. Чтобы голова не болела и чтобы там ученики были хорошие. Чтобы они были здоровы, их слушались дети, и у них чтобы все и одноклассники. Желаю счастья, здоровья и послушных учеников. Я хочу сказать, поздравляю всех учителей с Днем Учителя. Желаю счастья и добра. Пусть они, весело живите. Поздравляю. На этом наш выпуск подходит к концу. Впереди нас ждет множество новых мероприятий. Кстати, зима близко. Да, мы это заметили. Все? Но это же не все заметили, ты видишь? Да. Вот ходит без шапок, в кроссовках. Заболеют скоро. Не болейте. Увидимся в следующем выпуске. По 11 класса. Главное условие – это желание. Что мы делаем? Мы ждем учеников. Мальчик, иди к нам. Я тебя где-то вижу. Всем привет! С вами ведущий первого выпуска школьных новостей. Дмитрий Надежда. На сайте школы. Сайт школы. Начало учебного года минул месяц. Полную версию видеоролика вы сможете увидеть. Слышу голос из прекрасного далека. Скоро наши школьники полетят на Марс. Они уже вчера полетели. Да? Да. А почему мы не снимаем про это? Не знаю, но через месяц они привезут нам вкуснейшие марсианские картошки. Картошечка. Ты представляешь, что картошка? Полотняная. Летим? Летим. Летим. Что на Марсе не будет виз.